Привет, меня зовут Бахтияр. Сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом, как я обучил свою GPT-модель. Все это было как эксперимент. Ты вообще изначально не планировал обучать GPT-модели, но по итогу результаты эксперимента оказались достаточно удачными, и хочу я поделиться этими результатами с вами. Вообще, как я пришел к этой идее? Вот, получается, в этом году я закончил школу, у меня появилась куча свободного времени, я там играл в КС, и в перерывах, когда меня убивали, получается, я заходил в браузер и искал браузерные игры. Получается, я нашел игру, где нужно угадать слово по семантической близости. Хоть я и не отгадал ни одного слова, мне показалось это очень интересным, получается, сделать такое для туркменского языка. И я начал, получается, искать в этой теме, делать ресерч. Вот с этого начался мой путь в NLP. Как я погружался в NLP? Я начал делать ресерч, узнавать, как вообще работают такие игры и на чем они основаны. Оказывается, есть несколько технологий, на которых можно построить такую игру, такие как Word2Vec, Glow или FastText. Эти модели позволяют представлять слова в виде векторов и сохраняя их семантические отношения. Чем больше я читал, тем больше я понимал, что для создания такой игры мне нужен будет качественный датасет, и это стало первой большой проблемой. То, что в open source нету такого количества туркменских текстов, достаточно качественных, чтобы сделать что-то с ними в NLP. Я начал думать, где мне собрать такое большое количество качественных туркменских текстов, и сразу о чем я подумал, это, конечно, новостные ресурсы, где достаточно хороший туркменский язык, и литература. Я разработал скрипты, которые парсят туркмен-порталы с Slalom News, и столкнулся с проблемой, то, что иногда могут проскакивать русские слова, предложения, это негативно повлияет на качество модели. И это стало уже не такой большой проблемой, и я разработал свою модель, которая детектит, туркменский это язык или нет. Получается, я собрал именно 100% туркменский язык и остальные языки. То есть моя модель определяла, туркменский это или не туркменский. Остальные языки я взял датасеты из Hugging Face, а туркменские датасеты я собрал сам небольшой из там 10-15 тысяч предложений чисто туркменского языка. Обучив эту модель, она достаточно хорошо справлялась с анализом и достаточно хорошо давала результат, туркменский это или не туркменский. И через эту модель дальше я прогонял свои туркменские текста. Также я собирал данные с Темакарса, и многие критиковали эту идею, говоря, что там абсолютно непонятный туркменский язык. Я с этой идеей, частично согласен, да, но если туркмены пишут на таком туркменском языке, и кто-то их понимает, значит, этот туркменский кто-то понимает, и он все-таки нужен. И было бы неплохо, чтобы модель могла понимать этот туркменский язык и тоже работать с ним. С помощью детектора я очистил собранные данные и получил около 200 тысяч предложений на чистом туркменском. Это, конечно, неплохой результат для начала, но мне хотелось большего. Я понял, что на новостных ресурсах я больше не соберу, и дальше я пошел на другие сайты и нашел такой прекрасный сайт, как Kitabkhana.ru. На нем я тоже разработал скрипт, который скачивал все медиафайлы. Я заметил, что большинство этих медиафайлов это PDF. На Python я сделал скрипт, который PDF конвертировал в TXT, потом эти TXT я прогонял через детектор туркменского языка. И так я уже собрал почти 5 миллионов предложений на туркменском языке. Это уже был достаточно хороший результат. Я обучил свою Word2Vec модель, но мне хотелось чего-то большего. Я понимал, что этот датасет, он достаточно большой, чтобы даже обучить свою GPT-модель на корпусе туркменского языка. Для тех, кто не знаком с архитектурой GPT-2, я поясню кратко. GPT – это модель, которая учится предсказывать следующее слово, или точнее сказать токен, в тексте на основе предыдущего контекста. Перед обработкой текста разбивается на токены, это могут быть различные целые слова, части слов или даже отдельные знаки препинания. Я написал скрипт для обучения GPT-2 на моем корпусе туркменских текстов и запустил его на своем ноутбуке. И тогда я столкнулся с серьезной проблемой. Для обучения GPT-2 на 700 миллионов параметров на моем ноутбуке потребовалось бы около 100 дней. Стало ясно, что мне нужно более мощное оборудование, а именно GPU, потому что GPU справляется с перемножением матриц лучше, чем CPU, а перемножение матриц лежит в основе обучения нейронных сетей. Я начал изучать различные сервисы, которые предоставляют ресурсы. И так как у меня был сильно ограничен бюджет, я не мог позволить себе дорогие видеокарты. Поэтому я старался брать самые дешевые, на них обучать GPT-2 модель на 700 миллионов параметров.
Я понимал, что 700 миллионов параметров достаточно мало, чтобы модель выдавала хоть что-то связанное. Было бы неплохо, чтобы уже после такого дообучения она писала хоть что-то на туркменском языке. И после того, как я обучил на большом корпусе туркменских предложений, модель неплохо справлялась с продолжением генерации туркменских слов. Но так как в ней не было ограничительных токенов начала, конца, она продолжала писать, пока я руками не ограничил количество выдаваемых токенов до 250. Из-за этого ответы были оборваны. Но так бы модель продолжала писать бесконечно, пока не закончилась бы память на GPU. После дообучения модели я сделал пару тестовых запросов и удивился, что модель отлично пишет на туркменском языке. Когда я обучил первую версию на миллионе предложений, она выдавала вообще абсолютно не связанные слова, но хотя бы где-то правильные даже. После, когда я дообучил эту модель на 5 миллионах предложениях, она уже выдавала более-менее хорошие связанные слова. Ну, в каких-то моментах они обрывались, смысл пропадал, но это уже показывало о прогрессе. И я решил дать структуру модели, чтобы она выдавала структурированные ответы, то есть в виде чата. Я взял пару открытых датасетов из Hugging Face, перевел их через Google Translate, а также эти датасеты доступны на моем аккаунте в Hugging Face. Дообучил на этих данных модель. После дообучения на четкой структуре модель стала придерживаться этой четкой структуры. Вот. Но все равно ответы были не совсем корректные. После я остановился, потому что у меня закончились деньги на этих сервисах, и особо много у меня денег также нет. Поэтому я остановил этот проект и планирую в ближайшее время выпустить эти датасеты в open source, именно большую версию, чтобы люди могли сами интересоваться, делать что-то с этим и, возможно, делать на больших моделях, которые имеют большее количество параметров. Благодаря этому проекту я познакомился вообще с NLP, от самых низов классификации текста до GPT-моделей, которые имеют сейчас огромный спрос на рынке. Я столкнулся со множеством вызовов, которые преодолел, можно сказать, успешно. Хотя результат этого бота, этой GPT-модели был далек от идеала, я верю в то, что можно достичь более хороших результатов, если инвестировать в это. Я верю, что подобные проекты имеют огромное значение для сохранения и развития языков в цифровую эпоху. Они открывают новые возможности для создания образовательных ресурсов, систем машинного перевода и многих других полезных инструментов. Ну, в принципе, на этом у меня все. Спасибо, что выслушали это. Было сложно, наверное, вам слушать.